Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Гэта Еўрарадыё, я Марыя Вайтовіч. Разам з нашай госцяй, кандыдаткай гістарычных навук, спадарняй Розай Турарбекавай, паразмаўляем сёння пра тое, што адбываецца на міжнароднай арэне і як Беларусь апынулася ў цэнтры глобальных перамоў. Заклікаю вас дзяліцца сваімі каментарамі, думкамі, пакідаць свае пытанні пад нашым стрымам, натуральна, калі для вас гэта бяспечна. Пачнем адразу издалёк. 15 жніўня Дональд Трамп патэлефанаваў Лукашэнку, падзякаваў за вызваленне 16 палітвязняў і абмеркаваў магчымасць вызвалення яшчэ 1300 чалавек. Размова адбылася напярэдадні сустрэчы Трампа і Пуціна на Алясцы, дзе абмяркоўваліся часовае спыненне агню ва ўкраіне, тэрытарыяльныя кампрамісы і заходнія гаранты бяспекі. Спадарня Роза, у мяне такое пытанне, як вы лічыце, чаму менавіта 15 жніўня Трамп патэлефанаваў Лукашэнку і якім чынам ён стаў перамежкавым такім гульцом у перамовах паміж ЗША, Россией и Украиной? Ну, это не выпадкова, потому что гэта адбылося накануне сустрэчы Трампа с Путиным. И это официальная версия адносна того, что Лукашенко, яго статус, некі такі, нават ён не медиатор, но некі такой тлумачэнец жаданняў Путина. І таксама ёсць некія разважанні адносна таго, што ён дапамагае амерыканцам найти гэтую мову, агульную мову паміж ЗША і Расіяй. Но насамрэч тут не ўсё так однозначно, потому что невядома, наколькі насамрэч Путин і прыслухоўваецца да Лукашэнкі. Мабыць, Лукашенко з'яўляецца таким каналам сувязі, і там абмяркоўваюцца тыя рэчы, якія напрямую, напрыклад, не могуць абмяркоўвацца. Это моя первая гипотеза. Другая гипотеза, з майго пункту гледжання, таксама трэба разглядаць, гэта датычыцца такіх імкненняў амерыканцаў зрабіць некае более шырокае поле для манёвра Лукашенко і тым самым як бы зрабіць себе карту, потому что паўплываць на паводзіны Путина праз санкцыі зараз, я так зразумела, што яны не вельмі хацяць. Я маю на увазе Трампа, не весь, так скажем, американский урад. Но, например, Трамп, но ён знаходзіцца у пошуках таких дополнительных магчымасцей для ціску на Путина. І у тым ліку я гэта разглядаю у кантэксце, например, такой медиаторской роли паміж Азербайджаном и Арменией. И вось гэта падкрэслівала ослабление позиции Кремля и усиление позиции Вашингтона. Это такой намек со стороны Вашингтона, что в целом они могут и способны повлиять на Путина, на влияние, вернее, на сферу влияния России в других регионах. И в этом отношении, мне кажется, что они просто-напросто сделали из Лукашенко, из Беларуси дополнительную карту давления на Россию. Тем более, что, как им известно, Беларусь является верным союзником. А когда встает вопрос о том, что, оказывается, верный союзник может быть не до конца верен, то это тоже, знаете ли, такой способ влияния. Поэтому есть разные тлумачения адносна значимости как бы мэты этого звонка. Но для нас, что галоўнае, это тое, что, па-першае, Лукашенко американцами признаецца як субъект. По-другое, это тое, что ставится пытанне адносна вызвалення палітзняволеных. І в гэтым як бы напрамку, калі мы будзем абмяркоўваць гэтую тэму, гэта не дрэнна, гэта добра. І ввогуле, насамрэч, з стратэгічнага пункту гледжання, гэта не дрэнна для Беларусі, гэта добра.
Не у тым, я маю на ўвазе не тое, што Лукашенко прызнаецца суб'ектам, а тое, што Беларусь застаецца суб'ектам. І у нас ёсць такая надзея на то, каб палітзняволеныя ўсё ж такі выйшлі. І, мабыць, Лукашенко смягчыў бы вось сваю пазіцыю адносна палітзняволеных. Наконт рэпрэсій у меня ўсё ж такі ёсць скепсіс, но насамрэч, калі мы будзем параўноўваць той стан, у якім мы зараз апынуліся, і з тым станам, які быў год ці 2 гады таму, ну, у нас лёд тронуўся. Я маю на ўвазе вызвалення палітзняволеных. Это такой вот, с моей точки зрения, тут надо выражать, может быть, осторожный оптимизм даже относительно этой цифры. Я имею в виду, когда Дональд Трамп говорит 1300, да, я просто увидела у многих своих подписчиков в Фейсбуке, что люди это восприняли буквально. Насамрэч, як вы лічыце? А что гэта значыць, як мы маглі? Максима, ну, мы с вами наблюдаем за Трампом уже энное количество месяцев. Как он ведет переговоры. Вначале это старая как бы методика ведения переговоров. Вначале завышается ставка торга. Да, там, например, на тарифах это было видно. Он сразу сказал всем там по 25 или всем по 50. Да? И таким образом он открывает торги. Да? Всем по 50, потом начинаются переговоры. И все наперебой хотят снизить, да, эту рамку, эту планку с 50%, там, например, тарифов до 25 или с 25 еще ниже. И когда получается, тогда вот как бы получается, что такой компромисс. Мне кажется, здесь та же самая история. Цифра заявлена максимально в соответствии с сведениями правозащитной организации «Весна». Вот. Но то, что все 1300 будут освобождены здесь и сейчас, терпеть не могу эту формулировку, здесь и сейчас, никогда ничего не происходит здесь и сейчас. Вот. Это понятно, что это так не произойдет. Другое дело, что заявлена сразу максимальная планка, максимальная цель, под которую будут Лукашенко подгонять. То бок, патэлефанаваўшы Лукашенку, Трамп такім чынам даў магчымасць, так, такое акенца Лукашенку зноў гуляць у сваю любімую такую двойную гульню, так? Я магу і гэта зрабіць, вось я магу нешта пайсці на сустрэчу да ЗША, да, так, каб трохі запужаць Пуціна, правильно я разумею? Да, во-первых, это даже не напугать, а, как это сказать, повлиять на него, да, подавить на него. Это первое. Второе, Лукашенко получает очень узкое поле для маневра, на самом деле. Я бы не стала тут так оценивать ситуацию, потому что когда вас благодарят и просят о чем-то, вам не говорят «отдайте всех». То есть это на самом деле это завуалированная, это, во-первых, торг, и это завуалированная угроза, с моей точки зрения. Я бы это так рассмотрела. Ось вы кажете, что... То, что он говорит, глубоко уважаемый президент Александр Лукашенко, мы благодарим вас, а дальше звучит, и отдайте, пожалуйста, освободите 1300 политзаключенных. Вы где-нибудь видели такую благодарность? Ну так. Это не благодарность, это завуалированный торг, причем сразу заявлена максимальная ставка. Ты хотел получить звонок от Дональда Трампа, ты хотел прямой контакт с Трампом, получай. Но за это цена вот такая-то там назначается. Да? Вось пра гэта я яшчэ удакладнюю запытаюся у вас, так, але адразу пытанне з нашага чату. Гэри Дэвідсон піша, вось вы кажаце так, што Лукашенко патрэбен магчыма Трампу для таго, каб весці перамовы з Пуцінам, каб была яшчэ адна такая мапа для яго, так? Але навошта Пуціну слухаць Лукашенку? У яго і так купа дарадцаў. Вось пішуць у нас у чаце. Лукашенко не советник. Лукашенко глава государства, по крайней мере, де-факто. Вот кому-то даже де-юре, кому-то де-факто.
глава государства и тот человек, который все-таки продолжает контролировать территорию Беларуси, тот самый стратегический балкон, который определяет стратегическую, как это там, глубину России. Это все из их терминологии, не моя терминология, все их терминология. Стратегическую глубину России, снижение ее уязвимости перед Западом. Поэтому сведение Лукашенко к роли советника, с моей точки зрения, это подход непрофессиональный. Профессионально мы должны с вами рассматривать следующее. Лукашенко де-факто, кому-то де-юре, является главой государства. Государство, территория которого дает возможность дополнительно Москве энное количество сотен километров для неуязвимости с западной стороны. Это вот прямо, я вам сейчас военными терминами начинаю говорить, то, что называется стратегическая глубина. Поэтому можно, конечно, и не слушать его, и не прислушиваться к нему. Можно, конечно, попробовать затеять что-то вроде новой оккупации, я не знаю, смещения и так далее. Но это все очень рискованно в условиях ведения очень напряженной войны в Украине. Яшчэ один каментар з чату. Не стоит снижать значение значение Лукашенко для Путина. Дзякуй. Яшчэ адзін каментар з чату. Таксама Гаррі Дэвідсон піша, удакладняе: я ўпэўнены, што ўсе стасункі з Захадам усё ж Лукашенко робіць з дазволу, а то і па інструкцыі карабля. Насчет инструкции, даже дети не выполняют инструкции родителей, находясь в прямой зависимости от них. Это уж если для сравнения, тут как бы совсем другие отношения. Но насчет согласования, конечно, для этого существуют даже официально признанные механизмы, так называемая координированная, координация внешней политики и оборонной политики, она существует формально даже. Но все, что касается Лукашенко, это всегда такой вопрос для Кремля, что от него ждать. Некоторые вещи они не могут от него получить. Они это поняли, они во многом вынуждены считаться с его позицией, с его мнением, особенно когда речь идет о размещении русских войск на территории Беларуси после провала первых месяцев наступления в 2022 году, которые закончились провалом, и масштабным отступлением российских войск на ту же территорию Беларуси. Я напомню просто нашим слушателям, что практически все российские войска с территории Беларуси были выведены. Сейчас на территории Беларуси находится незначительное количество российских войск, которые не способны сделать то, что сделали в 2022 году. И как ни крути, Лукашенко так и не смогли втянуть в войну напрямую, даже тогда, когда произошло нападение на Курскую область. И даже несмотря на то, что подписан договор о взаимных мер безопасности в рамках союзного государства, я не уверена в том, что Лукашенко при подобной же ситуации окажет военную помощь Москве. Военную помощь имеется в виду белорусской армии. И это карта, которую разыгрывает Лукашенко перед Западом. Что белорусская армия так и не вступила в войну. Так и не вступила в войну. Лукашенко, как ни крути, так до сих пор и не признал аннексию территорий оккупированных украинских территорий. Он не признал. И этого не произошло ни с Абхазией, ни с Крымом, ни с этими областями. В чем должно выражаться такого рода признание? В открытии консульских отделов, например, в Донецке или в Луганске, или в Ростове-на-Дону, но который бы обслуживал и Донецк, и Луганск. Этого не произошло. В свое время украинцы так и ставили вопрос. Тогда, когда будет открыто консульское управление, консульский отдел в Ростове-на-Дону для обслуживания оккупированных территорий, то есть для обслуживания белорусских граждан, которые находятся в Донецке, Луганске и в Крыму, все, в этот момент мы будем ставить вопрос о разрыве дипломатических отношений. Судя по всему, пока этого не произошло. Есть красные линии, которые Лукашенко не пересекает,
И он это капитализировал и продает на Запад. И это то, с чем Путин ничего сделать не может. Его управляемость, да, так называемая марионеточность Лукашенко в руках Путина, она имеет ограничения. И об этом не стоит забывать. Не потому, что мне это нравится или не нравится. Там, кто-то меня пытался обвинить в том, что я считаю Лукашенко лучшим президентом для 2023 года. Какой-то вообще бред. Вот, но из контекста вырвали мои слова, и все. Я еще раз повторюсь, откройте глаза пошире и посмотрите на ситуацию трезво. Не мыслите шаблонами. Это шаблон. Лукашенко – марионетка Кремля. Это называется шаблон. Он не дает возможности нам с вами анализировать ситуацию в развитии. А ситуация развивается с 2022 года, она развилась очень сильно. Поэтому на сегодняшний день мы констатируем факт. На ВПК Беларусь работает? Работает. А Лукашенко находится в экономической зависимости от России? Да, в максимальной зависимости. Строится союзное государство, идет интеграция, так называемая интеграция в разных областях, с разной скоростью. Да, ведется. Является ли Лукашенко марионеткой Путина на 25-й год? Пока нет. Угу. 22 года ситуация изменилась. Вот в чем дело. Добре, Потому что на территории Беларуси российских войск сейчас нет. А те, что размещены в рамках учений, численность их пока незначительна. Добра, мы паразмаўлялі пра тое, што Лукашенко афіцыйна, прынамсі, ён Крым так і не прызнаў. Але вось хацелася б яшчэ удакладніць, мы трошкі пачалі гэтую тэму, але шмат хто звярнуў увагу на вось гэты момант. Каментуючы вынікі дыялога, амерыканскі прэзідэнт назваў кіраўніка Беларусі глыбока паважаным, як мы ўжо казалі, так, а размову з ім цудоўнай. Ці не лічыце вы, што такія рэверансы ўсё ж такі гучаць дзіўна, улічваючы, што ў 2020 годзе падчас менавіта першага прэзідэнцкага тэрміну Дональда Трампа ЗША не прызналі Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. То бок, навошта такая рыторыка ўсё ж такі, калі глыбей трошкі зірнуць? Трамп забыў, што ён не прызнаў Лукашэнку? Ці што? Ну, неяк несур'ёзна. Ну, послушайте, мой дорогой друг Си Цзиньпин, риторика Трампа. Ну, про Путина там вообще всякие прекрасные слова говорились. И даже про аятоллу Хаминеи. Вот эти все комплименты, они свидетельствуют о признании или об улучшении отношений? У нас состоялся вчера продуктивный разговор с Хаминеи. А на завтра что случилось? Вы памятаете? Мой прекрасный друг, мой там замечательный друг Си Цзиньпин. А отношения с Китаем какие сейчас? А почему риторика Трампа буквально, да, воспринимается как факт юридический? Это на самом деле хитрость тактическая. Это он так делает комплименты, и таким образом, ну, это его манера. А вот не знаю, кто там под это, как говорится, покупается или нет, вот, но это вам манера. Таким образом начинать жесткий торг. Особенно с теми, кто, по его мнению, является достаточно опасным. Ну, ўсё роўна атрымліваецца, што злучаны Трамп, так, ён успрымае сёння Лукашэнку як фігуры. Мы, дарэчы, вы гэта сказалі, так, што Лукашенко гэта фігура палітычная, так? І тут у нас таксама пішуць, што вось у Лукашенко рукі па локаць краві, незаконныя, непрызнаныя, преступлення колькі, а тут такая ситуация, ну, вось. Еще раз повторюсь, для тех, кто еще не понял, что он говорил про Си Цзиньпиня. Мой дорогой друг Си Цзиньпинь, вы знаете, по локоть, нет, не по локоть, по плечи руки в крови у Си Цзиньпиня. Вы вообще знаете, какая ситуация в Синьцзяне, например, да? Как там с политзаключенными обращаются? Вы знаете, что Китай находится на первом месте по смертным казням? У нас вчера состоялся продуктивный разговор с Хаминеи. Про иранский режим что рассказать еще? Я даже не знаю, что вам рассказать про иранский режим. Китай с Ираном периодически делят место первенства по смертным казням в мире. Про кровавых диктаторов к вопросу. Да? И как с ними Трамп разговаривает? Что вас возмущает?
Вас возмущает беспринципность и аморальность президента Я думаю, Дональда што Трампа? звычайных людзей менавіта вось гэта так і Это будоражыць так. является объектом анализа. Это не является объектом анализа. Это является просто фактом. Мы с вами констатируем факт, что на сегодняшний день Трамп вразрез предыдущей американской внешней политики, предыдущих американских президентов, разговаривает с диктаторами таким языком. Но это ему не мешает его руководству в дальнейшем принимать еще гораздо более жесткие решения в отношении этих самых государств. Я имею в виду в отношении Ирана. Он же чуть, извините меня, все руководство не снес они. Я имею в виду Америка. Это после всех тех слов, которые были сказаны. Але я То же заўважу, самое, што что касается- менавіта пры Трампе, пры яго вось палітыкі Лукашэнку тады не прызналі легітымным у 2020 годзе. Его не признавали никогда легитимным. Выборы, результаты президентских выборов в США не признаются, по-моему, с 94 года. Ну, с 96 года, простите, наверное, с 96 года, то есть с референдума, я думаю, с референдума не признаются. Добра, але Дональд Трамп размаўляе просто- сёння у з меня Александром Лукашэнкам як з прэзідэнтам ці проста з як не ведаю з абстрактным чалавекам. Ему это не важно. Я про Трампа. Вы, если про Трампа спрашиваете, ему не важно. Ему главное что? Сделка. Угу. Вось наконт, дарэчы, здзелак, так, і наконт меркавання, для чаго вось гэта ўсё было, і гэтыя размовы, перамовы перад сустрэчай там Трампа і Пуціна. Былы дэпутат Верховнага Савета Беларусі, журналіст Сергей Навумшчык лічыць, што за вызваленне палітвязняў Лукашэнку могуць узнагародзіць правядзеннем у Мінску мірных перамоваў з удзелам Трампа, а таксама Владзіміра Зяленскага і Владзіміра Пуціна. Што вы думаеце на гэты конт? Ці магчымыя мірныя перамовы ўсё ж такі ў Менску пасля ўсяго, што адбылося? Нет. Это опять преувеличение роли США в решении этого вопроса. Конечно, от Трампа, от позиции американцев зависит очень многое, но не все. Вот то, что не все, это мы с вами сегодня еще и увидим. Угу. Вернее, скорее всего, увидим завтра, потому что у нас есть часовая разница с Вашингтоном. Да? Не все, многое, очень многое, я согласна. Обком продолжает работать, туда продолжают ездить все европейские лидеры, да, согласовывая все позиции и так далее, но не все. Угу. А то, что не все, это показал еще и даже Путин. Что далеко не все зависит от Трампа. Вот, поэтому для Зеленского и для украинской стороны, для европейских лидеров приезд в Минск – это просто неприемлемо. Это уже не говоря о том, что американцы всерьез даже не будут рассматривать. Это просто, ну, я не знаю, откуда родилась вообще эта мысль. Из мечтаний Лукашенко? Я правильно понимаю? Ну, магчыма, што маглі прапанаваць Лукашэнку за тое, што ён вызваліць столькі палітвязняў. Магчыма, не? Не? Не думаю. Это идет отдельной корзиной. Это идет корзиной, а эта корзина, она совсем о другом. Добра, а Лукашэнку сёння ўвогуле, то бок ёсць нейкая адказная такая прапанова Лукашэнку, што мы зробім, каб ты іх выпусціў? То бок ёсць нейкія маніпуляцыі, ўсё, чаго чакаць менавіта Лукашэнку? Чаго ён можа там дамагчыся? Получить? Я думаю, отмена финансовых санкций. Насчет Кали я сомневаюсь, потому что у европейцев жесткая позиция, литовцы раз от разу как бы демонстрируют свою жесткую позицию в этом питании. А финансовые банковские санкции так. Я думаю, что американцы будут максимально дорого продавать отмену санкций. Причем, понимаете, я уже объясняла это несколько дней тому назад на «Свободе». Речь не об отмене санкций вначале идет. Речь идет об их заморозке на год, а может на полгода. И даже чтобы добиться этого, надо добиться просто максимального успеха по самому главному вопросу – перемирие в Украине. Угу. Поэтому здесь гораздо более сложная история, нежели чем мы с вами пытаемся это изобразить там буквально
не знаю, в каких-то там обмене на 2 условий на 2 условия. Там. Нет, там гораздо сложнее развязка идет. Другое дело, что вообще-то лед тронулся, и Лукашенко, насколько его заинтересованность в отмене санкций будет сильна, настолько же и велика вероятность освобождения политзаключенных. Зразумела, дзякуй. Каб заскончыць уже з гэтым тэлефанаваннем, так, Трампа, там, Лукашэнкі, хацела яшчэ удакладніць. Вось вядома, што пра вынікі сустрэчы Пуціна і Трампа, якую мы сёння яшчэ кранемся і абмяркуем, якую Лукашенко даведаўся толькі праз 2 дні. Ні Пуцін, ніхто яму там нічога не казаў. Вось пра што гэта нам кажа? Да ни про что. Собственно, Путин, я не думаю, что он считал нужным информировать. И, наверное, информировать не о чем. Честно говоря, и говорить не о чем. Они могли бы обсуждать совместно, там, я не знаю, стратегию, тактику относительно переговоров, но я не вижу, чтобы Путин рассматривал Лукашенко как соучастника переговоров, скажем так. Вот. Я думаю, что именно так. Плюс ко всему, я не думаю, чтобы звонок Трампа Лукашенко понравился Путину. Вот. Ну, это мои предположения, понимаете, это все гадание на кофейной гуще. Факт остается фактом, да, действительно идет интенсивные консультации между Трампом, Зеленским, ну, это само собой разумеющееся, ну и европейцами, вот где важность ситуации. А то, что с Лукашенко Путин не консультируется, ну, то есть, вернее, консультируется, но не торопится консультировать. Ясна. Окей, давайте звернемся да ходу самой сустрэчы, так? Пра што ішла гаворка, што вас асабліва зачапіла і ці гатовая Расія сапраўды ісці на нейкія там тэрытарыяльныя кампрамісы і ці ёсць шансы на ўзаемапрымальны нейкі дыялог, улічваючы, што ўжо напярэдадні вось гэтай сустрэчы, якая павінна адбыцца 18, так, жніўня. Вось мы ведаем, што былі абстрэлы, то бок ніякай цішыні няма, нічога не змянілася і гэтак далей. Вось чаго, што было на той сустрэчы, ну і далей яшчэ паразмаўляем. Да ничего не было. Встреча состоялась на 50%, может даже меньше. Учитывая протокол, то есть план был таков, что они должны были провести 6 часов переговоров плюс обед. Из 6 часов и плюс обед остались 3 часа. Даже с формальной точки зрения мы с вами можем сказать, что эти переговоры прошли неудачно. Неудачно. Ну, там дальше риторика, да, что-то там, разговор был продуктивный, нет, даже очень продуктивный, это про Трампа, его риторика, что они смогли приблизиться по многим точкам и так далее. Это все слова, болтовня, за которые не за что зацепиться. Не за что зацепиться. А вот из всего из этого можно сделать вывод, что переговоры прошли неудачно. Они планировались с гораздо большим эффектом и результатом, и это не оправдалось. Есть серьезное разочарование у Трампа. У меня нет разочарования, я ничего не ждала. Очень многие эксперты говорили о том, что ничего из этого не выйдет. Вот. Единственное, что как бы из всего из этого было, это бенефит получил Путин. Вот, помимо того, что вы принимали в Аляске все-таки, на Аляске, это все-таки американская земля, вот, и он получил возможность опять транслировать свой бред относительно там чего там, каких-то там первопричин, в общем, возврата своего, как он говорит, да? Вот, и фактически издевался над американцами. Очень многие там, я не знаю, выражения лиц, фотографии показывали как бы реальную атмосферу и климат этих переговоров. Вот. Трамп не смог от него ничего добиться. Путин продавливает свои те самые пункты, причем продавливает достаточно успешно, при всем при этом не беря на себя главное обязательство прекращения огня. Вот. Это проигрыш Трампа. Этот раунд переговоров Трамп проиграл почти в сухую. Ничего он не смог добиться. Прекращения огня нет, санкции он не вводит. Что они обсуждают? Они обсуждают без Зеленского возможные... Там какой обмен территориями? Там нет никакого обмена территориями. Сдачу части Украины. Вот, при этом, чтобы еще и Украину не брали в НАТО, при этом еще и как бы прекращение огня не гарантируется вообще никак.
Вось цікавы момант, результат. спадарня Роза, Ноль. цікавы момант, так, што вось яны, наколькі я памятаю, яны абмяркоўвалі такое часовае спыненне агню ў паветры, так? Вось я не ведаю, я думаю, што гэта, магчыма, ўсё ж такі пытанне да ваеннага эксперта, а можа, і вы можаце адказаць, ці сапраўды можа адбыцца гэтае часовае спыненне агню менавіта ў паветры, і як гэта будзе кантралявацца? Якім чынам? Вот, да, вопрос, как это контролировать. Ну, либо он есть огонь, либо его нету. Что значит в воздухе? Можно стрелять не в воздухе. То есть речь идет о чем? Речь идет об авиации, имеется в виду. Ну, так бы и говорили, речь идет об авиации, да. Вот, то есть зона полетов, да, там, беспилотную зону там проводить, например, да. Это и есть возможная ситуация. А контролировать это крайне сложно, потому что для этого нужно, чтобы был подписан режим прекращения огня. А воюющие стороны должны быть разведены, и между ними должны встать, там, я не знаю, голубые каски ООН, там, миротворцы и наблюдатели. Наблюдатели, там, я не знаю, должны быть поставлены камеры и прочее, прочее. То есть как это? Инструменты наблюдения, да, с помощью чего? А вот есть как бы наработанные методики и в рамках Организации Объединенных Наций, в рамках Организации по обеспечению, в рамках ОБСЕ, простите. Вот. Ничего близко не обсуждается. Ничего близкого не обсуждается. Более того, я хочу сказать, Путин все время говорит, подписывая мир, имеется в виду устойчивый мир там, с территориальными уступками и прочее, и только тогда я прекращаю огонь. Слушайте, я такой в дипломатии первый раз слышу. Как можно подписывать мир в то время, как летят ракеты? А где гарантия того, что эти ракеты не перестанут лететь? Нет же гарантий никаких. Ну, мне кажется, что Путин насмехается над всеми. Он просто издевается над всеми. В первую очередь он издевается над Трампом, над его наивной, торгашеской манерой. Он прекрасно понимает, Путин прекрасно понимает, для него это далеко не первая война, я напомню. Он прекрасно понимает, как все это делается. И то, что сегодня, когда они встречаются в Вашингтоне, он продолжает обстреливать мирные украинские города, это самая настоящая издевка. Я буду делать так, как я считаю нужным, я буду делать так, как я вот определил. Вот моя позиция такая. Я буду вас бомбить и убивать до тех пор, пока вы не согласитесь на мои условия мира. Точка. Это на самом деле капитуляция фактически. Вот, поэтому, что я могу сказать? Там, ну, все остальные пункты, которые сливаются, тоже очень интересная история, с тем, что сливается информация про план Путина, да, про его требования. Послушайте, когда речь идет о серьезных переговорах, никаких планов не сливается в медиа. Если что-то сливается в медиа, значит, вас обрабатывают. Это пропаганда настоящая идет. Это вообще на самом деле идет устрашение. Он хочет сломать украинцев. И сломать Европу. И заставить Трампа давить на Зеленского максимально, пока он не согласится. А пока он не согласится, пока Европа не согласится. Вопрос заключается в том, что может Европа предъявить такого, чтобы смягчить давление со стороны даже не Путина, а Трампа. І як бы вы адказалі на гэтае пытанне самі? Они бы определились с количеством людей, которых могут послать на обеспечение безопасности и миротворчества в Украине. Они еще с этим не определились, на самом деле. Когда речь доходит до обсуждения этих вопросов, встает вот четко, мы видим ответ. Сколько могут послать? Польша говорит, я нисколько. Немцы говорят, ну вот, ну тоже не хотим. Французы говорят, ну вот столько. Итальянцы, кто еще? Англичане. И тут они вспоминают про Турцию. Потому что Турция стран-член НАТО, у Турции большая армия, одна из, по-моему, самая большая сухопутная армия, если насколько мне. Вот военные эксперты пусть подтвердят. Вот. Ну и как бы жизнь турецкого солдата не равна, видимо, жизни немецкого солдата, итальянского солдата. Угу.
для чего существовали во все времена наемники. Вот. А Турция, Эрдоган, извините, не дурак. Зачем ему это? Вот. Он будет это обсуждать отдельно с Трампом. У него отношения с Европой сложились очень нехорошие сейчас. И европейцы, он с них будет требовать за это цену. Ой-ой-ой, какую. Это ту цену, которую, может быть, Европа не сможет вытянуть даже. И она эту цену должна платить за что? Не за свою даже безопасность, а безопасность Украины. Ну але у Еўрасаюзе кажа, што іх вось бяспека яна ж залежыць так ад бяспекі напрамую так яны баяцца. Я не ведаю, як там у Літве, і у Літве ведаю чула В так? Литве боятся. Усе баяцца, Польша Вот боится. давайте теперь всех европейцев все-таки не будем складывать в одну корзину. Ну так. Есть разные европейцы. Есть разные европейцы. Есть те европейцы, которые граничат с Россией, с Белоруссией, страны Балтии, Польша, и которые, конечно, они не могут не задаваться этим вопросом. Именно поэтому страны Балтии и Польша, особенно страны Балтии, так много, несмотря на свои ограниченные возможности, давали оружие, так сильно поддерживают Украину, так сильно поддерживают демократическую Беларусь. И именно поэтому, потому что для них это действительно вопрос безопасности. А есть, извините, те, что подальше. И там совсем другие уже настроения могут быть. А скажите... Вот. А если через энное количество лет, потому что, к сожалению, у меня достаточно скептическое отношение в сроках введения войны в Украине, если через энное количество лет, пока еще может длиться война, к власти в Германии придет АДГ и близкие к таким же, этому спектру партий в других странах, тогда будет ой. Тогда будет вообще ой. Угу. Вопрос о европейцах. У меня по поводу европейцев есть такой очень осторожный пессимизм. Они сейчас только переделывают свои бюджеты, сейчас только перенаправляют средства в оборону. Нам не стоит этому радоваться. Нам всем помощь будет обрезана сразу. Все программы, которые не на Германию будут направлены, будут обрезаться. Все средства будут перенаправляться на оборону. Но пока эти средства дадут эффект, должно пройти энное количество лет. И для этого надо еще и общество убеждать в том, что вот мы эти средства выделяем не на ваше образование, не на ваше, а на оборону, потому что это важнее. Далеко не всем немцам это очевидно. То бок романтычнага стаўлення да таго, што вось 18 жніўня Пуцін, Трамп, Зеленскі, сёння там іншыя палітыкі сёння сустрэўнуцца і вырашыць усё, вайна скончыцца, у вас няма. А как, понимаете, война не может просто закончиться, она заканчивается на условиях. Я вот то, о чем сейчас я вам говорю, это условия. А какие сейчас условия? Либо Зеленский и, соответственно, при поддержке Европы, должен согласиться на оккупацию Донбасса, на признание Донбасса за Россией, на признание Крыма российским, а вот взамен получая что? Гарантии безопасности кого? Кремля? Вы можете поверить в гарантии безопасности со стороны Путина? Зеленский четко сегодня написал о том, что мы уже 2 раза на это обманулись, да, и 2 раза убедились в том, что это не работает. Это в 1994 году и в 2014 году. Что это Россию не остановит. Вот. Соответственно, должны быть даны гарантии безопасности. В НАТО не берут. Кто может дать гарантии безопасности? Будут обмерковывать, что вот Соединенные Штаты дадут гарантии безопасности. Я не знаю, какие должны быть гарантии безопасности с тем, чтобы Украина и украинцы согласились на то, чтобы отдать Донецк и Луганск области, всю область, даже там, где еще стоят украинские войска, взамен какие-то участки Харьковской и Сумской областей, да украинцы сами их освободят. А вот и признать российским, и при этом не получить
железных гарантий безопасности и при этом еще находясь все время под обстрелом. Каб яшчэ скончыць вось гэтую тэму з Еўрапейскім Саюзам, так і з краінамі там, якія не хочуць, каб вайна была і ва іх краінах, так, на іх тэрыторыях. Я правильно разумею, што увогуле нейкіх заходніх гарантый бяспекі ў краіне ўвогуле не варта чакаць, такіх моцных, ці ўсё ж такі ёсць нейкія такія магчымасці? Самая сильная гарантия безопасности – это вступление в НАТО. Все остальные гарантии безопасности, во все остальные гарантии безопасности, я боюсь, что украинцы просто не поверят. Потому что у них есть горький опыт. О чем и говорит Зеленский. Тым не менш, напярэдадні сустрэчы Зеленскага, Трампа, Пуціна там ды іншых еўрапейскіх лідараў Зеленскі правёў сход кааліцыі ахвотных. Гэта адбылося 17 жніўня, літаральна учора увечары я чытала такую справаздачу ад Зеленскага, якую ён увесь час, малайчына, дарэчы, вось увесь час дзеліцца інфармацыяй, што адбывалася. Сам адчуваецца выразная падтрымка незалежнасці і суверэнітэту ўкраіны. Усе згодныя з тым, што межы дзяржаў нельга мяняць сілы. Усе падтрымліваюць, каб ключавыя пытанні вырашаліся з удзелам Украіны, трохбаковым фармаце, Украіна, ЗША, расійскі лідар. Вось, ну і гэтак далей, справаздачыўся там Зеленскі, так, ён кажа, што гэта гістарычнае рашэнне, што Злучаныя Штаты гатовы ўдзельнічаць у гарантыях бяспекі для Украіны. Вось, ну і гэтак далей, думаю, што вы таксама гэта ўсё чыталі. Просто, калі вось Пуцін, ён падае сігналы нам, калі мы бачым, што нават напярэдадні гэтай сустрэчы сённяшняй такой, ну, чаканай, скажем, доўгачаканай, Пуцін працягвае абстрэльваць Украіну і падае сігналы, што ён будзе ўсіх мачыць, пакуль усе не пойдуць там на яго ўступкі, на яго умовы. Якія сігналы спрабуе даць Зеленскі вось у гэтых допісах, сустракаючыся у такой вось кааліцыі ахвотных? Гэта сігнал камусьці ці... Нет, а какой сигнал? Он все прямо прямым текстом говорит, достаточно ясно. Он пытается быть максимально дипломатичным, потому что он понимает, что он зависит от своих западных союзников с точки зрения военной, финансовой, материальной помощи. А вот эта помощь совершенно не тот уровень и масштаб, на который мог бы ему гарантировать как бы прочный тыл. А насчет американских гарантий безопасности, я не знаю, какие гарантии безопасности могут дать Соединенные Штаты. Вот, есть только, может быть, одним из таких признаков гарантии безопасности может являться введение американских войск на территории Украины. Вот, все остальное я даже не знаю, о чем идет речь. Либо, например, об открытии американских баз в Украине. Вот, то есть если о гарантиях безопасности говорить, да, какие могут быть гарантии безопасности. Но не знаю, не могу сказать это. Могут сказать только те, кто видели американское предложение о гарантиях безопасности. А что остается Зеленскому еще говорить? Он может сейчас предъявлять претензии Дональду Трампу публично, вслух? Нет. Он может предъявлять претензии европейским союзникам, что они недостаточно предоставляют ему оружие? Нет. По одной простой причине. Потому что он может и этого лишиться. Ему надо быть действительно дипломатичным. Вот. И ему сейчас надо как бы максимально постараться сформулировать позицию Украины таким образом, чтобы вина за продление войны не легло на его плечи. Потому что такая попытка уже осуществляется. Создается впечатление, что это Зеленский чуть не ли начал войну, да, и он такой кровожадный хочет продления войны, и это он хочет, чтобы убивали украинцев, а не Путин. Я так разумею, што нейкі такі палітычны прагноз таго, што будзе на сустрэчы 18 жніўня, даць складана. Ці можна даць нейкі прагноз? Ёсць нейкі, што там будзе, спадарня Роза, як лічыце? Перед Аляской я говорила, вот перед Аляской у меня там, вот как раз ровно неделю тому назад, перед Аляской я говорила, я отношусь скептически
к этому. Сейчас я тоже к этому отношусь скептически. Вопрос заключается в том, готов ли Зеленский капитулировать на условиях Путина сейчас. Вопрос слушателей. Как вы считаете, он готов или нет? Если он не готов, значит, встреча, скорее всего, закончится безрезультатно. Мы должны учиться отделять слова от результата. Если люди выходят и говорят, у нас состоялся очень продуктивный разговор, было очень интересно, и наши позиции сблизились, но при этом половина встречи была отсечена, и обед не состоялся, и они разлетелись в разные стороны, и ни одной бумажки не было подписано. Как вы думаете, есть ли результат у такой встречи? Тут ухватиться не за что. Мне, как аналитику, эксперту, просто схватиться не за что. Лично я так и считал, что так и будет. Для меня был вопрос в другом. Это встреча на Аляске. Сможет ли она разблокировать переговорный вот этот тупик? Я не уверена. Вот сейчас вторая попытка разблокировать переговорный тупик в Вашингтоне будет предпринята. Но опять-таки за счет чего? За счет уступок со стороны Зеленского. Не слишком ли много Зеленский-то уступает? Все, что я хотела бы сказать, добавить сюда, это то, что Трамп до сих пор так и не ввел санкции, которые должен был ввести еще 8 августа. Пока не сменится переговорная стратегия Дональда Трампа, с моей точки зрения, вот как бы, и при том, что и Зеленский, и Путин останутся при своих позициях, да, переговоры не будут успешнымі. Дзякую вам вялікі. На жаль, на гэтым мы павінны ўжо скончыць наш эфір. Прапаную ўсім падумаць так над пытаннямі, якімі задала сённяшняя наша госця, спадарня Роза Турарбекова, кандыдатка гістарычных навук, якая сёння прыйшла, завітала да нас у эфір. З вами працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі.